Добрый день, это программа «Акцент», и в гостях у нас Татьяна Юрьевна Павлова, главный акушер-гинеколог Министерства здравоохранения Республики Саха-Якутия. Сегодня мы разговариваем на актуальную тему «Раннее начало половой жизни. Риски и последствия». По данным статистики, в России каждый четвертый подросток младше 16 лет живет половой жизнью. Татьяна Юрьевна Павлова, главный акушер-гинеколог Министерства здравоохранения Республики Саха-Якутия, защитила кандидатскую диссертацию на тему «Пути снижения частоты повторного кесарево сечения в Республике Саха-Якутия». Работу на кафедре акушерства и гинекологии Северо-Восточного федерального университета совмещала с практической работой врача-акушера-гинеколога в отделении патологии беременных перинатального центра Республиканская больница номер 1 Национального центра медицины. С 2010 года работает в Министерстве здравоохранения Республики Саха-Якутия. Здравствуйте, Татьяна Юрьевна. С какими проблемами могут столкнуться подростки, которые начали практиковать секс в столь раннем возрасте? Организм девочек-подростков психологически, физиологически не окреп еще в этом возрасте. Плюс ко всему этому наслаивается инфантилизм половых органов и риски развития беременности и инфекций, передающихся половым путем. 14 лет – это, по сути, еще детство. Да, так что многие девочки, наверное, действительно не знают о методах контрацепции. Дети, они еще не осведомлены о последствиях начала половой жизни и его последствиях, таких как ранние роды, ранние аборты и инфекции. А вот как в Якутии обстоят дела именно с этой проблемой абортами? Значит, ежегодно у нас, как показывает статистика, ежегодно у нас девочки до 14 лет делают аборты, к сожалению. 3-4 девочки у нас проскальзывают каждый год. И до 17 лет у нас цифра тоже стабильная. К сожалению, тенденции уменьшения у нас нет. И отмечается количество родов тоже ежегодно, имеет тенденцию к снижению, но таких значительных снижений нет. Поэтому эта цифра остается ежегодно стабильной. Татьяна Юрьевна, а вот кого в первую очередь должна, на ваш взгляд, озаботить проблема столь раннего вступления в взрослую жизнь? Как вы считаете, правительство, школу, семью? Скорее всего, эта семья должна озаботиться этим вопросом. В семье должны проводиться воспитательная работа о нравственности, о культуре поведения девочек с раннего возраста. С этого нужно начинать, я думаю. И в последующем уже в образовательных заведениях, таких как школы, средние, высшие учебные заведения, вот этот образовательный процесс, он должен продолжаться все-таки. И вот на эту тему был проведен круглый стол, очень интересный, в мэрии, совместно с управлением здравоохранения города Якутска и управлением образования. Были приглашены родительские комитеты, общественность и специалисты здравоохранения и образования. И прошел очень хороший, эффективная работа была проведена. Все озабочены этой проблемой, и были очень хорошие предложения. Мы планируем проводить в этом плане работу просветительского характера, и мы думаем, что нужно начинать все-таки образование с родителей в первую очередь, затем уже с детьми. Смотрите, по данным исследования доктора медицинских наук Натальи Дуглас, каждая 5-я девочка в 14 лет в Якутии уже попробовала пиво или другой алкогольный напиток. Но, на мой взгляд, налицо все-таки прямая связь между ранним сексом и употреблением алкоголя. Конечно, такая прямая связь есть, поскольку дети, которые употребляют алкоголь, они теряют контроль над собой и уже не понимают и не дают себе отчет, что они делают. Поэтому наравне с профилактикой ранней половой жизни необходимо проводить профилактику и вредных привычек. Это тоже, конечно, работа должна начинаться в семье и в образовательных заведениях. А вот эти девочки, они же сами тоже когда-то станут мамами, и каких детей они родят с точки зрения здоровья, имеется в виду? Как обстоит здоровье у девочек? Ежегодно состояние качества здоровья девочек ухудшается. Значит, соматически практически 50% наших девочек, они уже чем-то болеют, имеют хронические заболевания. И даже не одно хроническое заболевание.
Зачастую девочки имеют по 2-3 хронических заболевания. И плюс к этому еще заболевания репродуктивной системы. Это вот воспалительные процессы женских половых органов, нарушение менструации и так далее. И когда девочка делает аборт, плюс наслаивается еще вот последствия аборта. Поэтому тут нужно задуматься всем о репродуктивном будущем нашей республики, страны и так далее. Потому что вот каких девочек мы вырастим, как сохраним состояние здоровья наших девочек, таких детей мы и получим. Ведь больная мама, она не может родить здорового ребенка. То есть, в принципе, уже можно признать, что дети у нас рано созревают, и, наверное, надо с ними разговаривать не только о том, чтобы вот как-то их оградить от этого, но и думать о последствиях. Да, того, безусловно, что, это к чему это необходимо. приводит. И еще нужно этих детей научить, если они уже живут половой жизнью, их нужно научить правильно пользоваться средствами контрацепции, чтобы не было таких печальных последствий. Вот как наша статистика показывает, девочки и подростки, которые обратились за прерыванием беременности до 17 лет, к сожалению, 50% они уже повторно идут на прерывание беременности. Это очень печальная статистика. Татьяна Юрьевна, спасибо за беседу. Надеемся, что просмотр этой передачи поможет многим родителям, и их детям не придется платить за последствия раннего секса.